да? Окей, давайте заново. Сегодня у нас начинается третья лекция в рамках открытых лекций, предваряющих лабораторию Альмет Music Lab, которую мы делаем совместно с... Мы лейбл Yummy Music совместно с центром Альмет в городе Альметьевске. Музей? Окей, да, музей. Ну, там есть центр Альмет, Ильяс, а внутри находится выставка музыкальных инструментов. То есть это огромное такое выставочное пространство, где находится более 600 инструментов. Собственно, любой музыкант, который туда придет, я гарантирую, независимо от образования там, или слуха, ну, в случае меня, да, он испытает там невероятные чувства, близкие, там, не знаю, каким-то оргазмическим, потому что это все инструменты, которые вы можете представить, их можно потрогать руками, они звучат. И у нас родилась такая идея, что есть вот тюркские инструменты, которые в основном сейчас используют для того, чтобы воспроизводить какие-то старые песни, да, люди выходят в каких-то костюмах старинных, да, и это как будто это что-то прошлое, такая, ну, этнографическая история. А эти инструменты, в принципе, сейчас прекрасно звучат. Интересно, по крайней мере, непривычно, но интересно. Вот у меня есть опыт, например, сочинения песен на таких инструментах, и когда ты на них играешь, мозг перестраивается, и мы решили сделать лабораторию, на которой люди, собственно говоря, владеющие там струнными, щипковыми, деревянными духовыми, перкуссионными инструментами будут играть, сочинять подобные песни в сжатые сроки. Вот разные там мы сейчас придумываем темы для них, достаточно непривычные вещи на самом деле во многом. Вот. И это будет в живом режиме, соответственно, с понедельника 14 числа по субботу. В субботу, соответственно, вечером мы будем делать концерт из этих песен. Надеюсь, они появятся. С нашей приглашенной гостевой подругой Эльмирой Калимуллиной, которая всегда за такие эксперименты. Вот. Не знаю, насколько это будет похоже на старые песни, насколько они будут традиционными. Вот. Потому что, собственно говоря, о том, что такое традиция, как она меняется, я, наверное, сейчас буду рассуждать. Зовут меня Радив Кашапов. Я креативный директор лейбла Yummy Music и журналист. Я делаю различные мероприятия, фестивали, музыки, дизайна. Это как я как будто сейчас резюме свое озвучиваю, да, на весь мир. Вот. И я в прошлом году с коллегами мы сделали сайт Юстатар-Жире, Игорь Менчевасовна Юстатар-Жире, то есть 100 песен татарских 20 века, в которых попытались через 100 песен написать, что произошло с татарской культурой. То есть мы не собирали топ песен, которые там самые лучшие или там самые замечательные, а вот песни характерные, скажем, там для тех иных десятилетий, и через них видно, что с татарской музыкой происходило. И если вот так начать слушать, там достаточно любопытные вещи проявляются, про которые я хотел бы вам и рассказать. Вот, но поскольку про музыку лучше, на самом деле, ее слушать, я вот попробую так начать. Электромузыка уен құралдар ансамблі башқара. Ағзам Фаттах шкатунда. То есть я сегодня этот трек обнаружил. Я даже не знаю, что это за электромузыка Уильям Кроллара ансамбля, то есть имени у него нет. Это явно запись радиофонда. А исполняется такая своеобразная, размеренная, очень четкая, да, версия песни «Алюки», которая, ну, как бы, на самом деле в основе своей не предполагает такой размеренности. И эта песня как бы древняя, это Зонкей. А здесь она такая очень, скажем так, в современности сказать, что это прям world music, потому что народная песня, и вот она обработана современными средствами. Тут звучат какие-то даже, ну, переливы каких-то инструментов электронных. Вот. И я буду рассказывать, естественно, про 20 век, что происходило с татарской музыкой в это время. Потому что с татарской музыкой происходило такое, что она настолько видоизменилась, что та музыка, которая была, скажем, в 19 веке, которая как бы является тоже татарской, для нас совершенно чуждая. То есть, когда мы эти песни слушаем, нужно сделать усилия, да, чтобы это принять. Да, то есть любая музыка, на самом деле, она же бывает, ну, вот есть секрет хита, да, когда тебе нравится песня, потому что в ней все тебе знакомо. И, например, чуточку что-то такое, какая-то изюминка, ну, это как с человеком, да, приятная внешность, но вот какая-то сумасшедшенька в глазах, и вот ты там уже влюбленный песни, ну, там, и пишешь письма безответные. То же самое с музыкой происходит. То есть современная татарская музыка, она совсем не похожа, получается, на чем она была изначально. Ну, собственно, то же самое происходит с татарской нацией, да, люди, которые жили 100 лет назад, совершенно, наверное, не похожи на нас. Вот, и насколько мы там являемся татарами в отношении их.
В начале 20 века происходит очень важная вещь, вообще формируется сценическая татарская музыка. Попросту говоря, поскольку у нас 1052 года отсутствовала какая-то система смены власти татарской, то есть ханов у нас не было, соответственно, не было и придворной музыки, профессиональной музыки, то есть люди выходят на сцену и играют для кого-то, да, то есть татарская музыка существовала исключительно как какое-то бытовое явление, то есть, ну вот я захотел спеть, и я начал петь. Соответственно, это там нет каких-то высших образовательных учреждений, да, нет какой-то там пестования профессионализма, то есть люди поют, собственно, получается, для себя. Или среди них есть самородки какие-то, это как бы вот такое исключение из правил. В начале 20 века вот появляются, собственно, два явления, связанных друг с другом до сих пор. Это татарская музыка сценическая и татарский театр. Да, как бы. И одной из первых площадок, где, собственно, исполнители могут петь песни на сцене, это Шарек-клубе, Восточный клуб, который в Казани был в усадьбе Сабитова, это нынешняя татарская усадьба, в здании, которое сейчас называется Восточный клуб, да, сейчас там музей находится театральный, и, соответственно, Мирах Булгар, которые были воссозданы после разрушения в 2008 году, там тоже находился Восточный клуб. Насколько я помню по описанию, это первые времена было вообще просто 2 комнаты, ну, буквально вот как здесь. Да, как бы мы считаем, что клуб это было что-то невероятно огромное, на самом деле это было просто место, где татары могли собираться и проводить светские мероприятия. Вот, и, соответственно, одной из форм это было музыкальное как бы, слушание песен. То есть человек выходит на сцену и поет. Здесь можно провести аналогию с танцами. Вот, как Нурбек Батулла говорит, когда мы смотрим профессиональные танцы, люди выходят, красиво танцуют. Да? Но мы понимаем, что мы все тоже можем танцевать, но мы отнюдь не мастера этого танца. Да? Насколько мы теперь после вот этих великих людей можем выходить и какие-то коленцы выделывать. То же самое происходит с песней. Да? Как бы получается, есть люди, которые хорошо поют, получается, что есть люди, которые плохо поют и которым петь вообще не надо. Да? Как бы. Тогда что делать тогда с песней, которые на самом деле существуют в народе? Вот. И в это время еще такая важная вещь появляется, по сути, татарская попса. Потому что татары любят музыку, несмотря на то, что в духовенстве есть мнение, что музыка является харамом. Популярный с прошлого дня вновь в социальной сети ВК. Я помню, мне в 2008 году, 2007 прилетало такие сообщения, то есть я ставлю свой трек там еще в формате видео, ко мне заходят такие ребята с черными аватарками, говорят: брат, музыку слушать нельзя, музыка — это харам, да, и начинают мне фетвами там сыпать каких-то имамов, что, значит, вот играли на гитарах, а рядом человека зарезали. Это, наверное, потому что гитара звучала рядышком. То есть вот такого формата фетвы. И то есть музыка все равно воспринималась как бы такое явление, странное, да, потому что музыканты тогда играли, соответственно, не в БКЗ, да, или там не в каких-то степенных заведениях, они играли в кабаках, на ярмарках, в трактирах, соответственно, какая-то низовая культура была, что сопровождало эту музыку, понятное дело. То есть что там объяснять, можно просто трек поставить и представить. Делайте погромче, это очень тихий трек. А кто песню узнал вообще? Какая песня это? Ал Малашлара, да. То есть как бы вот это редкая песня, которая прошла, да, все эти изменения. То есть в начале 20 века появляется грамзапись, да, причем эти песни издают 3 фирмы. Французская фирма Пате, слово патефон, немецкая фирма Граммофон и американская фирма Зенофон. То есть настолько вот популярное явление, то есть люди видят маржу, они приезжают в Казань, либо вывозят людей в Москву и заставляют людей петь, что это такое. То есть стоит раструб, да, ты в него, значит, орешь, нужно очень громко кричать, и какие-то колебания, соответственно, остаются на матрице, с которой печатаются пластинки. Очень много этих записей есть в интернете, совершенно свободно они лежат. Да, есть, в общем, сайты, посвященные виниловым записям. Запись, конечно, качество ужасное, там в основном шипение какое-то безумное. Да, во-первых, поэтому татарская интеллигенция все это не любила, потому что это напоминало им кошачьи вопли. То есть Габдулла Тукай, например, есть воспоминания его, он
ночует в каком-то номере и говорит, слышу что-то скрип какой-то противный, ужасный. Я подумал, что это мой, значит, учитель или друг из Уральска, Камиль Матугула, приехал на концерт и распевается перед концертом. Вот. Но нет, это все-таки, окажется, всего лишь там кошки воют там, и мыши скребут. Вот. Но то есть люди, которые, собственно, в эту штуку смогли спеть, довольно решительные, порой маргинальные персонажи, они вот остались в воспоминаниях, да, то есть мы их знаем как татарских певцов. То есть Камиль Матугула, там Марьям Искандарова, Нафиса Позднякова. И эта музыка, естественно, на потребу публики, то есть музыка, которая нравится народу, то есть, ну, такой неизыскательной публике, скажем, да, плебсу какому-нибудь, то есть people, который хавает вот такую музыку. А что такое популярно? Популярна, разумеется, музыка городская, музыка русская, еврейская, украинская. Соответственно, многие песни, они с этих языков переводились и пелись на татарский язык. Собственно, что и сейчас до сих пор происходит, да, только наши татарские эстрадники, они скрывают свои источники, да, но вот если там походить по всяким инстаграмчикам, они там прям показывают, откуда что стырено у татарских певцов. В общем, это тогда было заложено уже. Вот. И, соответственно, эта музыка, соответственно, сопровождала какие-то очень такие, видимо, вольготные формы отдыха. Вот. И, получается, у нас уже возникает такая сценическая музыка. И вот в то время же, как я понимаю, то есть это очень спорный вопрос, конечно, появляется такое явление, как вот популярность узункия, как главного жанра, да, всего там. То есть, потому что, ну, вы понимаете, что не каждый человек может узункий спеть. То есть я могу петь один дома, когда никто не слышит, вот, и там что-то вытворять, да, как бы, но вот, чтобы понять, что такое узунки, давайте послушаем, собственно говоря, вот Алюки был электронный, как его поет Идрис Газиев. Видите, даже тут нельзя прервать фразу, потому что продолжается бесконечно. То есть, и Алюки — это одна из редких песен, которая до нас дожила долгие годы. То есть, ну, потому что основа у нее, на самом деле, Алюки — это, ну, песня достаточно не древняя, да, она начинена на стихи Тукая, Алюки, из которой выкинуты все основные тексты, да, потому что там «Купме михначи кэмпзна холек», там сколько там, в общем, ну, то есть это такое гражданское стихотворение, а тут остались только самые такие основы этого текста, и у Тукая, соответственно, написано там внизу «петь на мотив Зилия Люк». То есть есть другая, соответственно, песня, тоже очень похожая на Алюки. Тут надо еще вот такое уточнение сделать. Вообще-то поэзия раньше была песенной, то есть стихи не читали, стихи пели, да, и Тукай, собственно говоря, ну, вот неплохо пел в том смысле, что он свои стихи напевал. И традиция вообще этого книжного пения, вообще стихотворения как некой формы песни, она вот раньше была. Сейчас это, естественно, отсутствует, да, потому что, ну, мы привыкли уже по-другому читать стихи, мы читаем стихи уже вот с точки зрения европейской, русской традиции. И вот я вот такие песни буду ставить, на которых понятно, что там что-то поменялось, что-то трансформировалось, да. Что еще нужно про Алюки сказать? Вот именно это пример узунки, да. Что такое узунки, по-простому говоря? Это песня, в которой очень длинные строчки, там до 12 слогов, да, если не ошибаюсь. Вот. Плавающий такой ритм, собственно говоря. Очень активно идет мелизматика. Надо сказать, что сейчас почему-то считается, что есть какая-то определенная версия в каждой песне, эту мелизматику нужно прямо точь-в-точь пропевать. Да? Вот, то есть Идрис Газиев пропел так, и ты так пой. Есть, правда, альтернативное мнение, что узунки — это некая форма медитации, и вот как у тебя душа легла, так ты между двумя нотами и, собственно говоря, прошел. Да? Как бы, если у тебя получилось хорошо, значит, людям понравится. А если как бы что-то криво получилось, значит, душа у тебя такая черная, как бы, и, в общем-то, дело совсем не в вокальных данных. Вот. То есть это некая форма такая очень сложная, и вот мне очень сложно представить, что в древности там какие-то люди просто за деревьями сидят и вот затягивают эту песню, все идеально ее пропевают. Да, там попадая во все ноты,
Вот, потому что если вы слушаете полевую запись, я полевую запись сегодня не ставлю, потому что есть у нас. Мне просто страшно перед Лилией, что она мне там скажет, что ты за фигню ставишь. Но, тем не менее, да, народные пения. Никто там не говорит, что-то криво вы спели, бабушки, пойте заново. То есть люди поют как получится, как бы люди танцуют как получится, люди играют как получится. Соответственно, татарские песни, попадая на сцену, они изменяются в хорошую или в лучшую сторону, это вопрос, но меняются точно. Вот. Также вот следующая характерная песня, разумеется, это песня «Туган тель». Что мы вообще в ней слышим? Есть вот... Это поет Тахир Якупов. Во-первых, мы с ней слышим ритм, да, который совсем не похож на такой традиционный эстрадный. Это баит, то есть это вот такой очень перевалывающий ритм. То есть, что же мы слышим? Здесь ритм, он как бы явно древний, он совершенно не похож на современный там вальс какой-нибудь, который очень много влияния оказал на татарскую эстраду, там танго какой-нибудь или просто какой-то четвертной ритм. Это ритм баита, да, то есть и вообще-то баит был Салим Бабай, звучит он вот так, причем звучит он под пианино, звучит он вот так у нас. То есть древний баит Салим Бабай, который люди взяли. В народной музыке это нормальное явление. Взять какую-то мелодию, да, и спеть на нее новые слова. Сейчас это называют обновление татарской музыки, а тогда это было традицией. То есть я это объясняю еще, как музыкант современный. Например, есть музыка регги. И в регги есть такое явление ридим. Это сочетание баса и барабанов. И на самом деле количество этих ридимов ограничено. То есть нельзя там что-то новое придумать. И, в общем-то, все басисты, барабанщики знают, у них есть название у этих ридимов. То же самое существует, например, то, что к моему имени относится. В иранской музыке есть радифы. Тоже наборы каких-то определенных мелодий, да, то есть, когда, например, говорят там в эстраде музыки, что-то песня похожа на другую музыку, говорят, слушайте, вообще-то из до перейти там в ля есть немного вариантов, да, как бы, чтобы это было красиво. Как бы, если ты гармонию знал бы, то есть, вообще на сольфеджио ходил, ты бы понимал, что как бы существуют какие-то определенные базовые наборы гармонических переходов. Соответственно, то же самое есть там в восточной музыке, да, и во многом это восточная музыка построена на том, что вот ты играешь какой-то определенный звукоряд, и ты из него уходишь, колеблешься, что-то обрабатываешь, да, это вот именно работа с традицией в буквальном смысле. Тут то же самое происходит. И вот «Туган тель», поскольку это очень популярная песня, как-то ей повезло, да, она вот до сих пор существует, но вот кто ее когда-либо пел, понятно, что когда ты начинаешь порой петь, тебе очень тяжело перескочить вот на этот ритм, потому что мозг твой уже заточен на 4 четверти, на 4 трети, и ты начинаешь петь. И «Туган», то есть даже вот было, тем уже говорят, что это какая-то песня очень мискинджер, да, говорят, что какая-то она такая вся, мы же боевой народ. Они воспринимают ритм баита как некое такое очень, колыбельную песню. И начинают петь ее в ритме марша. Там, и «Туган тель», и «Матур тель», «Эт камен камен тель». Хотя это, другая история. Вот. Дальше пойдемте. Песня «Пар от». Тоже такой интересный пример. Falan naran şaşıp ay yaltırı İskan akran cil bilen yaprak ağaçlar
Что здесь интересно? Во-первых, это песня авторская. То, что мы до этого слышали, это были народные музыка, у которой были положены какие-то стихи, да, или вообще там народные. А это как бы песня авторская, то есть написал стихи Габдулла Тукай, и его, соответственно, учитель и объект насмешек Камиль Тухватуллин, то есть Камиль Алматуги, который учился, собственно говоря, в Уральске родился, у Тукая обучал, там на него сильно влиял, собственно, в газетах, у него были газеты, в которых Тукай работал, он еще и пел. Прям как я весь. Да, собственно говоря. И он сочинил такую песню, которая звучит по-народному, потому что Тухватуллин делает из нее такие народные песни. Там, во-первых, это ритмика не четная, да, там 7/8 присутствует. И, во-вторых, там существует это вот как раз арузное пение, которое наследие как бы мусульманской культуры, арабской культуры, которой мы делим не вот не как обычно, да, сильная доля, слабая доля, да, долгие и краткие слоги. Соответственно, поскольку Тухватуллин в этой традиции воспитан, он такую песню пишет. Да, то есть это еще до революции, как бы это вот оригинальный жанр, который опять тоже распространение не получил. То есть нет у нас сейчас таких песен, которые вот были бы татарскими, хотя это татарская песня, она под пианино исполнена, да, как бы, но мы понимаем, что она звучит абсолютно канонически. Еще Тухватуллин ответственен за другой трек, который тоже вот очень важно говорят, что вообще следующая песня, она показывает два направления, куда татарская музыка могла пойти. Одно направление, соответственно, это слияние советской, российской, европейской традиции, а вторая это вот с тюркской, с крымской, ногайской и так далее. Это, естественно, песня «Ай был-было». Так, что мы здесь видим? Во-первых, здесь как бы, ну, нет пентатоники, да, здесь как бы явно такая тюркская мелодия с полутонами. Якобы Камиль ее привез куда-то с южных там берегов. Ну, как бы, собственно говоря, у меня есть сборники крымско-татарских песен, там есть песни, которые звучат совершенно так же. То есть такая же мелодия играется, только слова крымско-татарские. Вот. И, как бы, разумеется, еще тут женщина явно какие-то цыганские корни намекает, да, скорее балканско-румынские и так далее. Это тоже вполне объяснимо, потому что, собственно говоря, вся тюркская музыка, балканская музыка — это близнецы-братья. Очень много музыки, как бы, собственно, которая звучит вот на берегах Средиземного моря, друг на друга похожи. И вот таких песен совсем немного в татарской эстраде, в татарской музыке. И в основном это именно какие-то подражания, да, то есть вторая известная песня — это «Адриан Дингиз» Ильхама Шакирова, которая была записана для спектакля «Действие», которое происходит в Албании. И, соответственно, я так понимаю, что Сарих Сайдаш, когда писал эту песню, он ходил в общагу к албанским студентам, они ему напевали там свои мелодии, соответственно, и вот появилась такая вот песня «Адриан Дингиз», тоже такая нетипичная, да, как бы, и я так понимаю, поскольку это спектакль, там песен таких много. И мне вот очень хочется послушать, что за остальные же там песни были, как они звучали. Вот. И, соответственно, мы видим вот эти пути, которые, ну, татарская эстрада могла пойти, она, по сути, в них особо не пошла. Смотрим, куда она пошла на самом деле. Пошла, например, она к тому, что у нас появилось хоровое пение, да? И вот примерно так. Да, что мы здесь слышим? Здесь хор мы слышим. У татар, как известно, хоров не было. То есть, ну, то есть имеется в виду хоров, да, что люди вместе-то пели, но они не делили звук на голоса, там, да, не строили, давай ты в терцию будешь петь,
кварту образуем с тобой, а ты в октаву, да, то есть люди пели одно и то же. И, собственно говоря, когда вы восточную музыку слушаете, я вот недавно только это понял, когда мне говорят: Радиф, а почему у тебя все инструменты одну и ту же мелодию играют? Это неправильно, нужно, чтобы контрапункт шел. А я говорю: а зачем нужен контрапункт, если вот можно с текстурами работать, да, как бы, ну я же как бы электронный музыкант еще, говорю, мне нравится вот, что разные инструменты играют одну мелодию, с какими-то отклонениями, может быть, и вот выстраивается эта мелодия. Соответственно, это вот оттуда пошло, люди поют одну и ту же мелодию, и одним из первых, собственно говоря, людей, который против этого пошел, вот, собственно, был композитор Салих Сайдашев, который, когда у них был оркестр в Восточном клубе, пытался, чтобы инструменты вот выстраивали, да, какие-то контрапункты, чтобы они разные мелодии играли, как бы там, вот ты вот это делаешь, вот это делаешь. И это было очень сложно для тогдашних музыкантов, потому что они, естественно, привыкли работать, скажем так, по-старому, в кавычках. Да? Но Сайдашев, как человек, который стремился, естественно, к европейскому ведению музыки, вот хотел, чтобы оркестр был европейский. Есть восточный оркестр, собственно, да, где вот есть функция барабанная, есть перкуссионная, вот люди играют ритм, вот есть люди, которые играют мелодию, и порой какой-то соло может возникать, да, как бы, собственно, как в джазе, как бы отличие там от европейского оркестра. Вот, и вот эта тема с хором, естественно, она получила продолжение, и это неизбежно ведет нас, разумеется, к слиянию с европейской и русской музыкальной традицией. Вторая вещь, которая, естественно, нас сильно ушибла, это вот тохмахлар, это, разумеется, пипе. Так, сейчас. Ага. Все ее знаете, да? То есть это короткая, такая плясовая песня, в которой очень короткий, собственно, размер стиха. Вот, собственно говоря, есть там несколько версий ее происхождения. Самая популярная, естественно, сейчас версия, что это песня про хозяйку борделя и, значит, ее прислужницу, которую пытается продать. По другой версии, которая мне сейчас больше нравится, все-таки это про некую женщину по имени Мафтуха Апа, которая была дочкой Афифа. Афифа — уменьшительно-ласкательное «апипе», которые вот ходили по дворам, пели, танцевали, значит, вот про все это родилось из этой истории. Вот. И это, естественно, вот такая танцевальная песня, которая очень четко укладывается в ритм, и которая, собственно, получила продолжение, и вся, в принципе, татарская эстрада из песни «Апипе», наверное, выросла, мне кажется, современная, потому что она очень хорошо ложится, да, то есть тут, когда основной вот этот разнузанный ритм такой, очень простая мелодия, которая как бы играет с этим пальцем и так далее. Вот. Собственно, все это, музыка, которую до этого ставил, это была музыка дореволюционная. Что происходит после революции вообще, да? Как мой один товарищ называет в телеграме, после катастрофы у татар появляется музыкальное образование. Музыкальное образование, оно, естественно, не там какое-то арабское, там, не мусульманское, не тюркское и так далее. Оно, естественно, русское, европейское. То есть в это время, собственно, появляется у нас музыкальное училище, да, потом самое важное, наверное, явление, что появляется так называемая, я боюсь ошибиться уже, студия оперная при Московской консерватории. То есть, проще говоря, все наши татарские певцы, которые там татарские композиторы, которые создали музыку, которая сейчас считается татарской, и которым говорят: вот раньше же люди писали музыку татарскую, как-то умели сдружить, значит, европейскую культуру с татарской мелодикой, вот, а у вас не знамо, что получается. Вот то татарская музыка. То есть они создали канон, который сейчас считается татарской музыкой. Они все учились в Москве. То есть, как бы, да, они вот, собственно, как бы обитали в этой среде, и, собственно говоря, на них это сильное влияние оказало. То есть их обучали люди иноязычные, как бы, и это, получается, вся советская музыка, она вот именно советский проект, по сути, да, некий конструкт, который, ну, если прям грубо на него смотреть, кажется, что это вот некое такое явление чуждое нам. С другой стороны, мы это любим, значит, наверное, это музыка хорошая, да, как бы, то есть это очень интересная вещь, как бы. И получается, вообще любое привыкание к любой музыке — это вопрос привычки. То есть музыка, которая появилась после революции, настолько нам знакома, приятна, что мы музыку, которая написана до революции, порой не воспринимаем
То есть для нас она какая-то такая экзотичная. Вот послезавтра, да, завтра здесь будет спектакль «Олив» играться прямо вот здесь. Песочек здесь насыпят. И Нурбек Батулла будет танцевать буквы арабские под напевы 3 девушек прекрасных. И я вот когда был на первом спектакле, люди говорили, а что это, татарская музыка играет, что ли? Как бы что-то странное. Там играют инструменты какие-то там степные такие. Мужчина горловое пение использует, там что-то. Кубыс идет, да, это тувинцы какие-то, может быть, там, не знаю, алтайцы. Говорят, ну вообще-то это наша музыка. Как наша музыка? Наша музыка же, напомню. Вот. Ну, то есть, как бы, нужно сделать усилия, чтобы к этому привыкнуть, да, как бы. Дальше у нас что идет? Дальше у нас, собственно, появляется татарский театр. Татарский театр что дает? Татарский театр дает рабочие места и дает место приложения для того, чтобы эту музыку показывать. То есть, во-первых, потому что в спектаклях зачастую показываются какие-то сцены из жизни, зачастую сельской жизни. Многие татарские мелодии, собственно, они там используются, и вот, как бы, сохраняется в человеческой памяти. Скажем так, Сарих Сайдашев, да, как вот многократно упомянутый, он сначала был музыкальным руководителем Камаловского театра, нынешнего Камаловского театра, татарского театра. Он использовал просто какие-то обработки народных песен, и потом он решился, обладая всем этим знанием, да, собственно, знанием о европейской симфонической музыке, о русской школе классической там, и татарских народных мелодий, он все это объединил и начал писать собственные композиции, многие из которых мы знаем, да, ну, как бы самые там известные, это, например, Булат Жире, или Булат Ариса, не знаю, из спектакля «Зенгер Шель». Например, в такой версии. То есть основное здесь услышали. Во-первых, мы услышали, здесь играет оркестр, здесь полное восхищение полифонии, да, здесь уже попытка как-то переосмыслить пентатоничный лад, да, как бы я вот не особо силен в этих технологиях, как бы, но я помню, что где-то в 40-е годы уже появляется такая мысль, когда объединяются две, значит, лада пентатоники, и там 6 звуков возникает, да, как бы, говоря, там играли до, ре, ми, ля, соль, там появляется, например, фа, как неожиданно, или си бемоль. В общем, ноты появляются, и как-то это звучит, ну, по-татарски все равно, потому что вот людям, у них есть вот рядышком что-то, и они вот хотят в это все внедряться. Вот, плюс, естественно, гармонизация возникает, как бы, это проще, конечно, на пианино объяснять, да, но когда у тебя появляются аккорды, даже вот это на гитаре играешь татарские песни, там уже много чего не по-татарски звучит, да, потому что ты уже мало аккордов, которые звучат как татарская, ну, то есть просто взять один аккорд, сыграть его арпеджиато, как бы уже там будет что-то другое. Плюс, разумеется, какое-то восхищение другими приметами классической музыки. Здесь вот прям слышу, что это марш, да, возникает этот, потому что революция, собственно говоря, ударный, труд, там, не знаю, в общем, вперед шагает, коммунизм, и вот марши вообще на самом деле очень популярны в то время были. Ни один из этих маршев мы не знаем. Кто знает песни «Ударниклар марша», «Колхозчылар марша» и даже «Фаб завком марша» в Аренде. В общем, наверное, гениальные песни, но вот я их не знаю. Вот, соответственно, они в то время были. А вот, собственно говоря, вот еще есть прекрасный пример. Это, значит, песня «Без кобызганутлар». «Сейдаш музыка с Карим Тинчурин Суздаре». Я так понимаю, это марш монтёров.
С этой песней еще связана интересная история. Это из пьесы Карима Тинчери «Хандр Куле» на Кандре. На Кандре, как на Хандре. В общем, там есть история такая, что в ней играла Сара Садыкова, и она говорит, она играла героиню по имени Фариде, и говорит: «Царь Хабе, где же моя ария? Нужна ария, я хочу репетировать арию». Говорит: «Слушай, говорит, Жанна, я тут типа играю, ну вот еще пашу, как бы тут сроки поджимают, дедлайн там. В общем-то, надо другие песни. Может, ты сама напишешь, как бы, ты же столько всего поешь уже, да, все это знаешь, образование тебе есть. Напиши, как бы, попробуй песню. Я тут песню «Монтеров» пишу, вот. «Бэсхабэсган утлар». Иди, в общем, сама напиши. Она, в общем, села, что-то там сделала, он там поправил. В общем, они сыграли. Вот, и якобы вот эта песня вошла. Я, кстати, не помню, что это песня была. Почему-то везде говорит, что она написала песню, а что это песня была, я не знаю, честно говоря. Вот. При этом надо сказать, что, конечно, в советские годы народные песни существовали. Да, как бы возникали, но у них новый смысл приобретался. Вот есть песня «Комбурана», которую поет моя любимая певица Фафера Гайзатуллина. Нынешняя версия уже такая, да, она более современная. Когда в мире идет война, можно и дома посидеть. Нужно ли сидеть дома? То есть эта песня, насколько я понимаю, она была еще там до революции, она основана на неком баите, Закиржан Баите. Но вот Джаудат Файзи, композитор, у которого есть потрясающая книга «Халак Джаухардары», там куча песен написана прям вот с историей, с нотами. Он говорит, что вот он ее слышал в Оренбурге, соответственно, ее пели солдаты. То есть это военная песня тех лет, да? Что Любопытно, вот Фафера Гайзатуллина ее поет, она ее пела с 90-е годы. И это воспринималось уже по-другому, да? Песня, которая про битву за суверенитет, значит, вот нельзя дома сидеть, нужно выходить Ирек Майданана на площадь Свободы. Да, песня перемен, да? Но при этом музыка и слова народные. То есть, ну, как бы народ не перестал петь песни, сочинять песни. То есть Царек Сайдаши появился, но как бы явление того, что песни появлялись, это продолжалось. Вот. И примером вообще вот квинтэссенции влияния там, европейской культуры на татарскую музыку, я считаю, вот песня следующая. Она называется «Лирик Жер». Это вообще редкая песня Фарида Яруллина, ну, которую мы точно знаем, потому что Фарида Яруллина в основном мы знаем как автора балета «Шурале», который, кстати, поскольку Фарид Яруллин умер в 1942 году, да, она является в свободном копирайте. Можно ее переигрывать, издавать, все, что хотите с ней делать. Почему-то никто до сих пор не выложил Фарида Яруллина, вот, его музыку. Вот, и эта песня называется «Лирик Жер». Звучит она вот так. Я называю это татарский Дисней, вот, потому что ну, ощущение, что принцесса поет, и вокруг нее птицы собираются, знаете, вот, садятся и такие. То есть, почему это так вообще звучит? Потому что у татарской эстрады есть уникальное явление. Ее исполняли люди с академическим образованием, с оперным образованием. Да, как бы, это, по-моему, поет Клара Харидинова. Да. Вот. Но вот еще версия Менери Булатовой, да, которая вообще там в 40-е годы то есть, тоже была, училась в консерватории, собственно говоря, и пел вот подобные песни стихи Мусы Джалиля, да, то есть человек поет, естественно, с академической подачей, вот этой, да, собственно говоря, при этом он поет и в опере, и эта традиция долгое время продолжалась, да, но даже сейчас есть вот Артур Исламов, он и рок, пожалуйста, хочешь села, хочешь, он тебе баритоном там
Мусы Джалиль пропоет. Вот. То есть люди прям с академической выучкой, то есть высокие профессионалы, которые умеют петь, они вот брались за все подряд. Есть отрицательная сторона, получается, когда такие высокие профессионалы поют, такие люди, как я, не могут, получается, вообще право петь, выходить на сцену, потому что на их фоне звучит все это достаточно странно, да? То есть, ну, потому что до сих пор есть мнение такое у нас, ну вот, говорят, что почему татарской эстрады все плохо, потому что все пишут какие-то самоучки вообще, говорят, авторы-исполнители появились, представляете, люди пишут и слова, и музыку вместе. Какой кошмар, потому что музыку должен писать композитор, слова должен писать поэт, а петь должен певец. То есть 3 человека, да? Ну, то есть 3 гонорара, очевидно, от правительства. Вот. То есть это возникает высокая планка, и народ на это тоже ориентируется. То есть, как бы, надо сказать, я одну вещь упустил. В 20-е годы, сколько я понимаю, в 29-м году, могу ошибаться, в 27-м, появляется у нас, да, в 27-м появляется татарское радио. Вышка у него, вот, когда вы едете по 3-му транспортному кольцу, где там Ваминовский дом стоит, там вот, обратите внимание, на вышечка такая торчит, это первая радиовышка, собственно говоря, с которой играла музыка. Что интересно, в эпоху онлайн-концертов, это хорошо упомянуть, тогда, естественно, никакой записи не существовало нормальной, и то есть люди знали, да, например, что 6 вечера, то есть певица приходит, там фортепиано Наум Вальтер, и она играет. И люди сидят, слушают эту музыку. Прям как сейчас, онлайн-концерт. Да, они понимают, что где-то там в Казани есть такая певица с таким чудесным голосом. Естественно, эти люди становятся звездами. Да, потому что вот, ну а что там, Ютуба нет. Собственно, может, сейчас скоро тоже не будет. Посмотрим, что с этим произойдет. В общем, то есть источников информации мало. Люди, которые, собственно говоря, поют на радио, они вот являются именно звездами. Собственно, татарская эстрада из чего развитие получает. Вот эти люди, которые высоко, хорошо, красиво поют. А ты вот Аллахда Утарасан, как бы, да, и ты ничего этого не умеешь, как бы, ну, странно. Но при этом надо одну вещь сказать важную, что татарская музыка. Да, я еще один пример приведу, сейчас упустил мысль. Вторая вещь, которая тоже вот характерна для тех времен, это вот какое-то развитие романса. Да, за это ответственен мой сосед по Слободе, если мы с ним в одно время жили, Рустем Яхин. Это песня, которую исполняет Эмиль Джаляльдинов, «Бергенесус», Ринат Харисус Даре. То есть мы видим, что постепенно, то есть каждым годом мы все больше удаляемся от этого. То есть мы как бы, у нас такой экстенсивный путь развития, да, но мы как будто бы не охватываем все больше территорию, да, мы как будто отходим от сердцевины куда-то дальше и просто проверяем, что там дальше. И еще при этом ощущение такое, что в какой-то момент мы стоим на какой-то границе и дальше не движемся, как бы у нас такая стагнация наблюдается. Вот, и романс, как форма такая, естественно, не татарская, она сильное распространение получила. Насколько я понимаю, вот концерты музыки Рустема Яхина, они сейчас в Камалском театре исполняются, да, и можно увидеть, насколько это вот такая именно татарско-советская традиция все-таки. То, что у романса есть своя подача, как бы, которая, естественно, не совсем как бы рифмуется там с какой-то условно-татарской. Вот. И надо как бы тоже это сказать, конечно, что я тут никого не хочу там типа говорить, что вот, как я тут скоро в деда превращусь, так, все плохо, все ужасно происходит. Это нормальное развитие. Как бы это не значит, что как бы там вот надо было по-другому все сделать. Это так происходит. Любая музыка, на самом деле, развивается, она куда-то вглубь идет. Просто хотелось бы, чтобы она охватывала все как бы виды этой музыки. Вот, если говорили о стиле, есть романс, а есть вот песня известная, собственно говоря, Сары Садыковой, это «Кэтамсине». И здесь еще один стиль. Это танго. А поет Зири Сунгатуллина, по-моему, часть, да. Ну, то есть Сара Садык написала музыку в ритме танго, да, поскольку она
московская татарка, собственно говоря, и понятно, что популярно сейчас, она берет популярную тему и использует ее. Можно воспринимать это как развитие, можно воспринимать это как отдаление, вот, и расширение там музыкального словаря. Вот, что я как бы хотел еще сказать, одну вещь интересную. Вообще, наверное, где-то до 50-х годов, возможно, там 60-х годов, татарские народные песни, они тоже вот имеют хождение, причем это новые песни. Вот для меня большое откровение было вообще, когда я делал этот проект 100 татарских песен, что песни, которые я считаю очень старыми, они совсем не старые. Да, они совсем новые, скажем так. То есть как это происходило? Это вообще мне очень нравится. Едет какой-нибудь... Раньше как было, да, люди же не в стримах выкладывали песни, там, они ходили, ездили там по всяким там деревням, выступали каждый раз, да, как бы там вот едут по разбитым дорогам, там переходит лед, в общем, там приходит в сельский клуб в 9 вечера, потому что поздно, потому что надо же еще коровы вернулись с полей, надо их подоить, да, вот там одеться все красивое, почесаться, и в 9 вечера приходят люди слушать там Ильхама Шакирова. И вот он поет им 4 часа подряд, песни все там довольные, все хорошо. Вот, и, например, там говорит, слушай, а у нас вот такая песня есть. Слышали такую песню там в деревне? Говорит, а что за песня? Ну-ка, спел. Говорит, прикольно, запомнил. Да, как бы вот есть была такая баянистка Рукая Ибрахимова. Она вот, я думаю, что она приезжала там в Казань на радио, приходила, слушайте, а вот я такую новую песню услышал, смотрите там. Отличная песня, слушай, хорошая песня. А давай мы отдадим Зифе Басыровой. Ну, то есть вот сейчас такого нет, да, явления, чтобы человек поехал куда-то и песню привез. Картошки, может, привезет сейчас, как бы, не знаю, там, овощей, яиц, песню было. И вот песня есть такая «Субый лап». Собственно, Зифа Басырова поет. Она сейчас всем известна как песня, которую пела, значит, Саида Мухаммаджанова, да, и все там повернулись. Причем, обратите, текст немножечко другой. То есть как это было? Зифа Басырова, Рукая Ибрахимова, она ехала на пароходе по Каме, Идельбу и Лапинде, и услышала, как девушка какая-то что-то поет. Это как раз после... Это военные годы. Она, вероятно, парня потеряла на войне. В общем, она страдает. Она эту мелодию... Баян схватила свою мелодию, запомнила. Потом, говорит, она услышала текст уже в районе Челнов. Текст запомнила. Приехала, значит, на радио, и вот давайте дадим Басырову, потому что у Басыровой, ну, характерный голос, да, она вот это хорошо, качественно передаст. Вот, то есть, как бы, на самом деле, странно, да, вот сейчас говорить, то есть, как бы, сейчас бы начали выяснять, кто эту песню написал, там, приехал бы автор, там, требовал копирайт, разрешение, да, вот песня, как бы, живет в народе, вот она существует, «Субый лап». То есть, потом, соответственно, уже где-то вот в 60-е, 70-е годы, это даже не я говорю, это говорят специалисты, там, типа Земфира Сайдашевна, уважаемые, что народная музыка, вообще какая-то такая узнаваемая, она потихонечку уходит. То есть музыка татарской эстрады становится татароязычной эстрадой скорее, да, то есть там нет каких-то примет уже узнаваемых, при этом, разумеется, развивается. Вот. И в 70-е годы считается золотой эпохой вообще татарской эстрады. Почему? Потому что это разнообразие. Да, как бы вот я в 90-е годы формировался как подросток, а вы, наверное, знаете, что вы в подростковом возрасте слушали, вы всю жизнь будете слушать, да? Как бы мне не повезло в свое время, когда мне было 15 лет, группа «Руки вверх» выпустила альбом. Поэтому, ну, как бы я могу эту музыку ненавидеть, да, как бы, но все слова я знаю почему-то. Вот. То есть, так сказать, татарская эстрада, например, мой папа любил слушать группу «Изгиой», московскую, Айдара Галимова. Да, поэтому там, ну, то есть меня разбуди там ночью, и вот это будет там вот это все вот у меня погружено, да, отлично там и так далее. То есть, ну, в чем проблема татарской эстрады 90-х была? Она была совершенно одинаковая вся, то есть она вся была сделана на одинаковых синтезаторах, от них и тех же, скорее всего, даже не в студиях, да, она просто забивалась в синтезатор. Вся аранжировка, вот у тебя синт стоит, в нем все забил, и потом вносишь, кнопку нажимаешь, и вот все играет. Вот, то есть не было какого-то другой музыки, которую я мог послушать.
То есть я такой бедный, несчастный человек. То есть вот есть русская музыка, хочешь там тебе песни под, не знаю, там, под гармонь, хочешь тебе там рок, хочешь это самое, попса какая-нибудь, да, хочешь джаз, а вот у тебя только вот это вот. И как бы ты, ну, несчастный слушаешь все это. 70-е годы, как ты потом это обнаружишь, о чем тебе родители никогда не говорят почему-то. Как моя мама, когда я впервые поставил ей песни группы «Саяр», она сказала: «Улым, это же моя любимая группа». Я говорю: «Мама, чего ж ты мне 30 лет эту любимую группу не ставила?» Ну, почему я об этом узнал сам? Вот. В 70-е годы существует богатое разнообразие. То есть люди типа Тахира Якупова, которые поют песни под баян. Есть оркестровые исполнители, да, как бы я здесь намеренно, кстати, почти Ильхама Шакирова никогда не ставил, но Ильхама Шакирова вот есть песни, которые он с Вией исполняет, есть которые под оркестр, есть песни, которые он просто поет, Озункилер, там, акапелла. Есть какие-то джазовые обработки, да, там, которые еще Олег Лундстрем запустил. Есть прямо такие достаточно кочевые версии ансамблевых исполнителей. Есть там какие-то инструментальные вещи. То есть человек может выбрать, да, хотя бы вроде бы республика небольшая, но вот он может потыкать. И когда мы разбирали, что ставить в список 70-х годов, в общем-то, можете зайти, там адрес простой, 100tatar.ru, 100tatar.ru, а у нас там получилось 17 песен. Это песни, которые либо вот в это время были написаны, либо как бы были, ну, выходили на пластинках, да, то есть потому что порой понять, когда песня вышла, очень трудно. Это вообще очень характерно для татарской музыки. У нас вот много есть там, ну, открываешь какую-то книжку, там, не знаю, про Ильхама Шакирова, и там начинается, что наш золотой голос, там, Сондугач, там, не знаю. То есть и так 50 страниц. А когда песня-то вышла, я хочу узнать наконец это. А этого ничего нет, как бы, да, то есть там, как он пел вообще, а вот почему вот именно вот золотой голос, что ж в нем такого особенного, да, как бы. То есть, как бы я когда говорю, Ильхам Шакиров чем популярен, что у него была академическая выучка, но вы академическую выучку не чувствуете. Он же не пел вот, как там, не знаю, как Хайдар Бигичев, да, вот это вот. «Сорок узляр». Да, он пел как бы по-народному, и это как будто бы твой очень талантливый сосед, твой мастер такой, вот, Ильхам, шеп жерлысын сен козынға бара керек, вот это все должно быть, да, вот. И поет что-то так человек как бы спокойненько, вот, и как-то все это складывается. Вот этого ничего нет. Есть очень много как бы каких-то книг, состоящих из как будто вот сочинений писали, за что я люблю этого певца. Вот. А про самого певца очень сильно не хватает. Но хотя, если вы, конечно, поищете, вы, конечно, найдете очень много различных материалов, ну, музыковедческих, да, как-то научпопа как такового очень мало, на самом деле, популярным языком написанного. Поэтому частично мы на этот сайт и делали. Вот. Такое явление. И я хотел поставить пример как вот тотального отдаления от всего подряд. Это и была такой Виа Орфей. Орфей в основном пел по-русски, но у них есть эпишечка маленькая на 3 песни, где они поют на татарском языке. И одна из них песня называется «Зухре». Или у них пишется «Зугре». Звучит она вот так. Что мы слышим? Да, во-первых, мы слышим, что это явно вдохновлено оперой «Иисус Христос суперзвезда». Этот светход, да, как бы люди явно слушали там какие-то пластинки. Это вообще очень интересное явление, потому что, ну, раньше как бы татарские композиторы вообще не делились тем, чем они вдохновлялись. Естественно, говорили, что вот мы, конечно же, ну, вдохновляемся там с Султан Габаши, Салих Сайдашев, Рустам Яхин. Ну, вот несколько лет назад была лаборатория, которая делала объединение Халеб, приходил Резида Ахьярова, я спросил, что же вы слушали в 70-е годы? Говорит, я слушал биджиз. Да, как бы я там слушала, не знаю, кого там, Долли Партон я слушала, Элтона Джона я слушала, как бы, да. А как бы, когда вот я закончила консерваторию, где, естественно, я писала там дипломную работу, какой-то крупноформатный, и нам строго запрещали песни сочинять. Не должен композитор татарский сочинять песни. Это как бы низкопотребный труд, ты должен вот писать оперы, сонаты, сюиты, там, не знаю,
что-то подобное. И вот, как бы, ну, я же когда бы закончил, начал писать песни. Как бы, на что я должна ориентироваться? Не было у меня кафедры сочинения песен, да, как бы, то есть, как получается, по наитию было. И вот эти, явно слышно, что люди тогда слушали. То есть это такая эстрадная версия, ну, там, каким-то, даже если рок-музыка, но она такая эстрадная, да, то есть, потому что опера «Иисус Христос звезда» все-таки это мюзикл. Вот. И здесь еще ясно слышно, кто из вас знает татарский, совершенно не совпадает текст и вообще аранжировка. Там песня про какую-то девушку, которая там удачно работает, там такая ударница труда, значит, она доярка. Да, и вот эта песня про доярку, если что, вот так она звучит. Вот, и слышно еще жесткий акцент. Там еще две песни есть на этой эпишке. Одна песня «Унутал Мимрста» Яхина Мустафы Нагмана, а вторая песня «Ашанам» я написал, значит, Рустам Яхин и дедушка нашего продюсера Тимура Милюкова, Лев Айтуганов. Вот. То есть такое интересное явление. Дальше я хочу поставить запись. Вот недавно, в прошлом году, по-моему, вышел сборник, значит, хора Таминдаровой, в котором она собрала различные композиции. И там звучит композиция Шамиля Шарифуллина, называется она «Була Беркин». Сначала мы послушаем, а потом буду объяснять, что это такое. Это, кстати, одни из редких треков, которые вы можете на стримах послушать. Там в Яндексе, в Spotify, если вы его оплатили еще. Вот. В Дизере там и так далее. Вообще, когда ты музыку слушаешь, да, она какая-то совсем не татарская, как будто это какой-то канон такой, как будто григорианский хор монахов. Хотя это мунаджат. Мунаджат — это как бы песнопение, когда ты выславляешь пророка, пророков у нас много, либо Бога, да, как бы вот Була Беркин. То есть это такая традиция была раньше. Сейчас она, собственно говоря, немножко возрождается в такой свадебной форме, да, когда выходит на свадьбе там мужчина в белом тибете и там поет песню «Эмине, Мухаммед, Хамиранну Хватана». Очень, на самом деле, занимательные песни, потому что это такая... Ну, то есть ислам вообще, как бы немножко отвлекусь, мусульманская традиция очень интересная, как музыкальная, да, то есть когда вы слышите, например, азан, да, вы можете обратить внимание, что это мелодия все-таки. И если вы послушаете разные мечети, они по-разному звучат. Например, для примера хочу вас послушать как-нибудь, как звучит в мечети Марджани, где обычно поют молодые какие-нибудь ребята, приезжие. Они поют что-то арабское, да, там. Аллаху Акбар. А потом вы идете, например, в мечети Апанаевской, где какой-нибудь дедушка, и он поет Аллаху Акбар. Ля-ля-ля. То есть он поет по пентатонике, потому что, ну, у него в голове так заложено, у него дед пел так, они все пели. А, соответственно, люди приехали из Таджикистана, и они поют как бы как у них принято. И это вот тоже традиция такая замечательная. Вот. И вот была еще такая история, что люди пели, в исламе люди пели, они восславляли Бога, либо они восславляли пророков. Естественно, традиция была вычеркнута. Я этого сильно не касался, это потому что есть там, вот у нас на сайте есть статья про фольклор, да, который описывается, собственно говоря, как фольклор в те годы сохраняли, естественно, огромной редактурой, да, то есть песни переписывались, сокращались, а уж тем более песни, посвященные религиозной тематике, просто как бы не исполнялись. Есть у меня товарищ, которого зовут Паша Александров, который удмурт, который, собственно говоря, записывал песни в своем родном Авелинском районе. И он говорит, а вот спойте вот это. Говорит, а что, можно петь такой песни? Говорит, ну, дедушка, 90-е годы, там, нулевые, что нельзя-то? А вдруг что будет? Как бы, ну, уж нельзя петь. Говорит, ну, все, свобода религии, мечети везде, церкви стоят. Ну, я бы что-то как бы опасаюсь, да, хотя он знает. Даже, может, по-арабски может петь. Хотя он не арабский не знает совсем, да, у него вот все это передалось там в устной традиции. Вот. Соответственно, Шамиль Шарифуллин, он приехал из Туркменистана, то есть у него немножечко бэкграунд другой, он тоже в фольклорной экспедиции ездил, и вот, но при этом ему очень интересовалась, естественно, хоровая музыка, и вот он хоровую музыку подружил с мунаджатами. Мунаджаты он написал в 1975 году, он вспоминает, что он принес, значит, в нотном, естественно, виде Назиму Жиганову, который вообще символ татарской музыки, в принципе, да, человек, который, будучи студентом, написал оперу, которому поручили вообще двигать все, и концу, и оперный театр, и союз композиторов. Вот человек все на себя взял,
да, но при этом вы вряд ли вспомните хотя бы одну песню Наджиба Жиганова. Я вот не могу сейчас навскидку сказать. То есть человек очень много сделал, да, как бы в этом плане, а вот получается, что-то пришлось не сделать. Вот он у него показывает ноты, он тут же бежит, значит, к проректору, он говорит: смотрите, это абсолютно новая страница татарской музыки, это человек, который ее открыл. И тут же говорит: а может вы название поменяете? 75-й год, тут Мунаджат, и говорит: я не буду ничего менять. Ну, говорит, молодой человек, у вас это самое, будет много проблем. Ну, вот в 2005 году, спустя 30 лет, он получил Токаевскую премию за нее. Вот. Но вы понимаете, да, что эта музыка вроде духовная, но звучит она как будто в церкви должна звучать, как будто вот. И с человеческого уха не обманешь, да, то есть мне вот нужно все это объяснить, что вы сказали: ну это да, это, наверное, исламская музыка. Вот. Дальше я еще две вещи поставлю, как бы это называется две примера аранжировки. Песня называется «Агар Берган был сам». Вот как ее поет, если петь ее, скажем так, по-простому. То есть мы что слышим? Это такая типичная песня уже татарской советской эстрады, да, в которой мелодия абсолютно европейская, ритмика абсолютно ритмическая, такая немножко твистовая, да, что больше слышно в другой версии, где эту песню исполняет Венера Шарипова. Понятие, да, эту песню могла Миян Сарова спеть, если бы она татарский язык знала. То есть это о чем, как бы, да, то есть татарская эстрада, она потихонечку впитывает все модные стили, потому что это модно, то есть вот человек слушает русскую музыку, он же все это слышал, он же не отделен от этого, как бы, а вот хочу по-татарски, чтобы так же было. Это вообще очень характерная вещь даже для современной татарской музыки, говорят: представляете, рэп, но на татарском. Вот это достижение, да, как бы там, ну, то есть раньше на американском был каком-то языке английском, а теперь на татарском. Или вот мы там взяли тугантель и положили его на бит. Представляете, какая современная вещь. Вот, то есть был Мискин тугантель, который, как бы, видимо, плохо звучал до этого в оригинале, а тут мы его осовременили, и вот он звучал так. Правда, из него швы какие-то торчат и нитки теперь, потому что он для этого не предполагался. Вот, то есть и вообще многие эти песни, они вот звучат, то есть это еще подводка к тому, про развитие татарской музыки, да, как бы есть фестиваль «Узгарю-Жиле». Я на него в этом году наконец-то сходил, то есть я имею право теперь о нем говорить, то есть до этого же я не мог его критиковать. И я вот заметил, что там песни делились на две категории, ну, даже три, наверное. Первое — это когда активно использовалась духовая секция. Духовая секция использовалась так, как будто вот берутся какие-то характерные такие тутинные куски, и они просто впихиваются в эту песню, да, и песня как бы, ну, звучит такой Франкенштейн такой. Получается, то есть что-то татарское остается там, правда, со сбитыми, естественно, ритмическими структурами. Вот. И, естественно, люди там еще оттягиваются, играют на саксофонах, совершенно такой-то песня. Есть другие характерные песни, где играет чисто оркестр, а люди сидят, ну, за зарплату молчат. Вот. И это звучит привычно, потому что традиция оркестровой татарской музыки звучит давно, да, то есть оркестры играют у нас там 70 лет, и мы к этой музыке привыкли. Да, если бы человеку поставить 30-е годы этой песни, он сказал бы: я ничего не понимаю, что это за бред такой, как так можно вообще, нельзя так. Естественно, мы к этому привыкли, и это вот уже нормально, потому что это традиция. Это вопрос к тому, насколько эта традиция, ну, вот, может измеряться десятилетиями. Вот. И третье, самое забавное, это, конечно, когда выходит какая-нибудь певица, там по-моему, была Гульнора Гатина, она пела, собственно, «Бергенасюсь», она под пианино просто играла. Там весь оркестр сидит, молчит, и там, по-моему, там контрабас вступает, и вот при этом поймите, да, что Гульнара Гатина поет песни, которые обычно пели мужчины. И она пела еще таким низким грудным голосом. «Бергенасюсь, Бергенасюсь, это холмы алдым». Вот.
И тоже ты это воспринимаешь, ну, это Рустам Яхин, это же прям вот стахановец татарского романса. Тоже все как бы вроде на ухо ложится. Вот. Но получается, все, что вот Узгаряджи делал, это было сделано 70 лет назад. Ну, то есть там никаких новых каких-то идей не было придумано, да, как бы. Получается, вот это такой экстенсивный путь развития, когда мы берем какую-то музыку и к ней присобачим еще какую-то музыку. И, то есть мы как бы берем откуда-то, и получается вот этот экзотик, какой-то экзотик, татарский поп. Вот. Насколько это хорошо, то есть я не против этой музыки ничего не имею, я сам такую музыку пишу зачастую, да, как бы. Но тут возникает проблема такая, что в этой музыке нужно найти что-то свое. Например, я вот, ну не знаю, вот у нас с Стефаном Мамудиновым есть такая безумная идея театральная, поехать в Марокко с нотами, там, не знаю, каким-то композитором одним, ну и там профессиональным музыкантом, и попробовать, чтобы наши песни сыграли музыканты марокканские. Почему? Потому что Марокко — это исламская страна, ритмы в ней, соответственно, полифонические и так далее, традиции мусульманские, они, по сути, те же самые у нас. Ну, то есть исламская музыка, у нас исламская музыка, у нас и у них исламская музыка. Вот. Потом эти ритмы, поскольку ребята не по своей воле эмигрировали в Америку, да, они стали основой американской музыки. То есть джаз, там, блюз и так далее, это все появилось вот, собственно, в то время. И потом оно попало к нам. Так почему же вместо того, чтобы копировать этих, нам не начать копировать вот этих? Ну, то есть идти к первоисточнику. Мне особо нравится в марокканской музыке такое явление, вот скоро Рамадан будет. У них, когда заканчивается, собственно говоря, они вечером, значит, разговение, ифтар, потом читают они таравих, да, кусочек из Корана. Вот, кстати, когда Коран читается, единственный пример, когда мы тоже немножечко зикры начинаем читать, там, да, читаем, когда такие кусочки читаем, и все начинают читать один и тот же кусочек молитвы, и ты в такой немножечко экстаз впадаешь. Это редкий, кстати, пример в татарском исламе. Там ля иляха Аллах, Мухаммад Расулуллах, Астагафируллах и так далее. Вот, то есть такое некое явление. А они вот это прочитали, они выходят на улицы, и пока солнце не взойдет, они ходят по улицам, бьют барабаны, да, и распевают эти мусульманские песнопения. То есть это совершенно нормально, не знаю, насколько это будет хорошо у нас, если нас начнут татары по улицам ходить и пить барабаны, но вот это интересное явление, как бы вот в это поле не идет, да, как бы представьте себе, что на Узгаряджи выйдет ансамбль тюркских инструментов и начнет петь какую-то тюркскую песню. Они что скажут? Это какое-то что-то древнее, это наоборот вообще не развитие, это мы куда-то вглубь ушли, это какое-то отставание, в общем, это все неправда. Потому что проблема такая в том, что из-за революции, из-за много чего у нас нет непрерывного развития традиций, да, то есть вот, например, есть там, условно говоря, музыка английская, да, и можем сказать, что вот был 16 век, они играли вот так, 17, 18, 19, 20, и вот к чему это привело. Вот какое-то там есть ядро, которое там дальше развивается. У нас получается не так, у нас как будто летит этот самый спутник, от него постоянно что-то отваливается, к нему какой-то мусор приваливается, условно говоря, да, как бы что-то еще, и вот он обрастает, и вот он абсолютно в пустоте, и он никогда не вернется домой, на землю. То есть это приводит к тому, что татарская музыка звучит интересно, но она звучит совершенно, скажем так, ну, не до конца, она как бы проявляет все свои ресурсы. Вот. А если она начнет проявлять свои ресурсы, вопрос в том, что она же не только для музыкантов, она еще для слушателей. Да, чтобы слушатели воспринимали такой музыки должно быть много. Как бы, да, когда мы, собственно говоря, затеяли этот проект, было большое опасение, что мы начнем писать песни, которые очень будут скучно звучать. Потому что когда вы слушаете народные фольклорные песни, немножко такое ощущение, такое, немножко какая-то нудятина, да, как бы, потому что это сочинено в другое время, это сочинено для других слушателей, для людей, которые живут вообще в другом темпоритме, мыслят иначе, как бы, и для них музыка сама по себе другое значение означает. То есть это для нас музыка порой там для того, чтобы поесть, да, или там постоять в очереди, в автобусе, там, да, или там познакомиться с девушкой. Таких явлений не было раньше. Никто не стал какой-то, давайте-ка Муса будет играть музыку, а я с тобой буду знакомиться в это время. Нет. То есть не было таких явлений. Поэтому, ну, то есть очень сложно это явление. Что с этим делать, непонятно. С другой стороны, у татарской музыки есть большой плюс, поскольку она, сам по себе татарский язык находится в независимом положении, мы никому ничего не должны. Как бы мы не должны там кому-то что-то доказывать, делать то, что кому-то что-то нравится.
мы можем очень долго, нудно делать то, что хочется нам. По крайней мере, лично мне, например, хочется делать это, я этим занимаюсь. Да, как бы, возможно, это как бы, ну, никому не будет нужно, но это будет кирпич в стене. Вот. Я хотел закончить своей любимой песней Ильхама Шакирова, называется «Кетмясан Дугач». Написал ее, я забыл, кто написал, честно говоря, но слова там, Яхин написал, да, слова написал Гульшат Зайнашева. Кстати, Гульшат Зайнашева — это бабушка Камиля Я из техногруппы ПТУ. Вот. Вот такие явления. И он, кстати, очень сильно этим гордится. Вот. На этом я заканчиваю. Спасибо вам большое. Давайте песню слушать. Вот я еще кое-что вспомнил, хотел сказать. Мы один раз с Вадимом Робичем Галаталием слушали татарские современные песни. Я говорю: Вадим Робич, скажи, вот что в этих песнях татарского? Ну, потому что мы с ним начали дружить с того, что мы с ним пикировались в Фейсбуке, и я его спросил, что он думает про новый альбом Кендрика Ламара. Как бы он, не ответил, что он про него думает. В общем, я, по-моему, человек достойный, может с ним общаться. Вот. В татарской современной музыке, как неожиданно, возникают какие-то вещи, которые роднят ее больше, кстати, с, как же так, древней татарской музыкой, да, то есть, например, электронная музыка, которая построена на повторениях, на изучении каких-то текстур, да, она как раз ближе к какой-то такой религиозной экзальтации, какой-то там арабской традиции и так далее. Вот. То есть, как бы, есть еще такая вещь, как бы ты можешь что-то конструировать в голове, то есть я, например, могу сказать: давайте сделаем лабораторию, играть на тюркских инструментах, и из этого что-то получится. Возможно, из этого ничего не получится, это будет очень грустное явление, да, или мы увидим какой-то вот, новый вид такой музыки, который вот как диагноз, да, какой-то там, условно говоря, как человек встает, говорит: давайте вот по коленке мы ударим, какая у него реакция будет? Да, вообще, работают ли у него конечности вообще, может ли он ходить, может ли он разговаривать? Вот это, может, такая будет проверка. Вот. А порой ты просто пишешь музыку, и она тебя сама ведет. То есть как трава сквозь асфальт прорастает, потому что, музыка — это и уникальное явление, оно как бы
ей очень тяжело управлять, да, как бы это скорее она тобой управляет. И, возможно, что-то будет такое прорастать новое. И еще, мне кажется, сейчас очень важная вещь, ну, как бы мы перестали артикулировать какую-то музыку там татарскую, национальную, то есть мы от этого какого-то такой советского дискурса немножечко отходим, то есть когда нам нужно постоянно что-то там говорить, что это именно наше, милижер, миликий, да, как бы мы можем делать что угодно, главное, чтобы мы себе сами были уверены, что это, ну, как бы музыка честная, настоящая, как бы. А насколько она будет как бы похожа на то и другое явление, это совершенно другой вопрос. Спасибо большое вам, Зур Ахмет Сизге.